В Якутии превышены показатели по числу пожаров в жилом секторе. К такому выводу пришли участники совещания при главе республики по ликвидации последствий возгораний. В группе риска находятся 7 районов, в том числе Кобяйский, Абыйский и Нерынгринский. Один из последних пожаров произошел в селе Мая Мегино-Кангаласского района. В результате ЧП сгорел 16-квартирный дом, 1 человек погиб. Продолжит Виталий Абрамов. Пожар в Мегино-Кангаласском районе застал жителей дома в 3 часу ночи, поэтому сообщение о возгорании на пульт 01 поступило слишком поздно. К моменту прибытия первых пожарных огонь уже вовсю бушевал в одном из подъездов дома. При тушении пожара очень мешала металлическая обшивка дома, под которым был утеплитель, который трудно погасить. Сегодня основной причиной этого пожара называют неосторожное обращение с огнем. Всего с начала года в Якутии произошло 79 пожаров, и неосторожное обращение с огнем входит в тройку лидеров причин возникновения пожаров. Это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, это 27 пожаров, что составляет 34% от общего количества пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей, это 13 пожаров, что составляет 16,5% тоже от общего количества пожаров. И неосторожное обращение с огнем, это 8 пожаров, что составляет 10%. На совещании у Егора Борисова главам УЛУСам было предложено более глубоко задуматься и проанализировать данную проблему, сделать большой упор на разъяснительную работу среди населения. Также рассмотреть возможность в обязательном порядке установку пожарных сигнализаций в деревянном жилом фонде. Сейчас мы с ЖКХ работаем, идет субсидия капитального ремонта, да, чтобы включить в этих субсидиях капитального ремонта именно установку деревянных многоквартирных домов, вот ваше поручение, да, именно пожарной сигнализации многоквартирных. А те сигналы, которые есть, когда вот связи нету, тогда мы можем звуковые. Если нет, тогда мы ЕДДС. Вот когда линия есть, мы полностью будем на ЕДДС сообщить. Кроме того, глава республики предложил объявить особый противопожарный режим на всей территории республики в течение января и февраля текущего года. Виталий Абрамов, Екатерина Ефремова, Иван Семенов и Валерий Павлов. Якутск, Мегино-Кангаласский УЛУС.